Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Это передача «Якутск сегодня». В студии режиссеры Николай Слепцов и Мария Новгородова. Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио «Титим» Саха-Радиото, национальной вещательной компании «Саха». У микрофона сегодня редактор Юрий Сергеев. Здравствуйте. В нашей сегодняшней передаче мы в первом блоке поговорим о ОРВИ и грипп у детей. Симптомы, профилактика, лечение. И во второй части, во втором блоке радио-телепрограммы мы поговорим о проходящем сейчас январском совещании работников образования и науки, где, кстати, будет затронута очень актуальная тема. Это тема социального партнерства, подготовки, скажем, уже будущих специалистов, а не где-нибудь, а именно в школах уже дети должны прислушиваться, приучаться к тем специальностям, которые, возможно, они выберут у себя уже во взрослой жизни. Поэтому социальное партнерство будут и работодателей, и школьных представителей тоже. И сегодня мы об этом будем говорить. Ну, а сейчас я представлю нашу гостью. Это Анжелика Олеговна Стрелина, заведующая воздушно-капельным отделением, врач-педиатр, инфекционист детской инфекционной клинической больницы. Как я уже сказал, сегодня мы будем говорить о ОРВИ и гриппе. Уважаемые телезрители, радиослушатели, если вдруг у вас возникнут вопросы какие-то, пожалуйста, звоните. Телефон 32 2066 и 32 11 66. Ну что ж, Анжелика Олеговна, извините. Какая ситуация сейчас? Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Сейчас, конечно, мы сезонно, традиционно отмечаем увеличение роста заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, в частности, такими как грипп у детей. Мы видим уже, что детки у нас в стационаре начинают поступать с диагнозом грипп, но также и остальные респираторные заболевания тоже имеют место быть. Это ежегодно, традиционно, в это время, видимо, всплеск какой-то. Да, и сезонно идет подъем заболеваемости данными вирусами. Это идет зима, весна. То есть, как сейчас проходит, в какой форме она, в осложненной или более средней такой, скажем, легкой форме? Тут зависит конкретно от контингента, Группы риска — это, конечно, маленькие дети, это невакцинированные люди, это люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди. У них чаще может протекать с какими-то осложнениями. Понятно. Мы говорим, конечно, сегодня о детях, поэтому здесь надо сказать, что действительно, дети-то, в общем-то, должны быть все вакцинированы. Я лично так думаю. Вакцинацию от гриппа мы начинаем с 6 месяцев и ежегодно, если нет противопоказаний. Но помимо гриппа ведь есть и другие вирусы, которые тоже поражают детей. От них, к сожалению, нет вакцин, поэтому тут зависит конкретно от организма, от иммунитета, от резистентности. Много факторов. Конечно, может, многие телезрители, радиослушатели думают, это, конечно, грипп, это ОРВИ, это ежегодная такая, можно, конечно, как-то самостоятельно, что ли, если вдруг у ребенка какие-то симптомы появились. Кстати, какие симптомы? Давайте напомните нашим слушателям, телезрителям. Первый симптом, который чаще вызывает беспокойство у родителей, это высокая температура. Температура может достигать довольно-таки высоких цифр, до 40 градусов. Особенно это характерно у гриппа. При гриппе у ребенка в первую очередь будет температура, а уже на второй-третий день появляются такие симптомы, как кашель, насморк, чихание, отказ от еды, отказ от питья. Это уже тогда такой более грозные симптомы. А при других же респираторных вирусных заболеваниях может начинаться наоборот. Сначала может появиться насморк, какое-то першение в горле, покашливание, а потом уже может быть температура. То есть тут нужно различать немножко, Более такие серьезные, когда у нас уже протекает с пневмонией, это дыхательная недостаточность, одышка. Родитель может слышать какое-то свисты, какое-то дыхание такое. Он говорит, говорит, мне не нравится, как мой ребенок дышит. Я прямо слышу у него эти хрипы, ребенок может быть очень вялым, адинамичным, он не хочет играть в игрушки, он отказывается от еды, он отказывается от водички, соответственно, он уже реже ходит в туалет по-маленькому. Эти симптомы, которые должны, в принципе, насторожить
родителя, что с ребенком, что он уже не справляется. Да, вот, конечно, наверное, все-таки основной источник инфекции где может находиться? Так как эти вирусы передаются воздушно-капельным путем, то есть при чихании, да, организм выделяется во внешнюю среду, и это должны быть такие тесные контакты. Где у нас это? В детском саду, это в школе. Также, конечно, не исключаются внутрисемейные контакты, когда кто-то один из членов семьи заболел, соответственно, пришел домой, там у них одна посуда, они пользуются, да, там одним полотенцем могут пользоваться, поцеловав ребенка, да, взрослый, или там бабушка с дедушкой, или наоборот, дети. Нередко, кстати, ситуация, когда дети заражают своих бабушек, дедушек и родителей. Да. Поэтому это тесные контакты. То есть в это время надо быть, наверное, все-таки в масках, да? Кто-то из родителей или вообще надо быть... Вообще, да. Масочный режим очень нам хорошо показала пандемия COVID-19, что масочный режим — это самая эффективная мера профилактики, да? Когда этот выделяющийся вирус, в принципе, он не доходит, да, до другого человека, так как есть барьер. Что еще хотелось бы отметить? Обязательно мытье рук. Это тоже очень хорошая мера, когда мы профилактируем заражение, передачу вируса. И когда вы находитесь в местах скопления людей, это какие-то торговые центры, конечно, желательно избегать, да, в период пика подъемного, но не будем же мы сидеть дома, да. Понятно. Масочный режим — очень эффективная мера профилактики. Напомню, уважаемые телезрители, радиослушатели, у нас сегодня в студии заведующая воздушно-капельным отделением, врач-педиатр, инфекционист детской инфекционной клинической больницы Анжелика Олеговна Острелина. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните нам в студию. Вот вы сказали как раз про пандемию, вспомнили, да, и тоже все-таки пришло эти годы, что мы пережили тоже со всеми, да, и вот сегодня, конечно, некоторые родители считают, пандемия, грипп, ОРВИ, это все-таки, наверное, уже одна какая-то, наверное, да, инфекция уже, или что-то, или это неправильная мысль? Не сказать, что это одна инфекция, это все-таки разные инфекции. У каждой инфекции есть свое название, свой возбудитель, да, немножко отличающаяся симптоматика. Но, тем не менее, это относится, скажем так, в одну большую группу заболеваний респираторных вирусных инфекций. Что вирус COVID-19, что вирус гриппа, что многочисленные другие вирусы. Чаще мы сейчас видим, что ковид протекает так же, как и по классической картине респираторной вирусной инфекции. Нет каких-то отличительных симптомов уже, чем мы наблюдали это в начале, когда COVID-19 только появился у нас. Очень осторожно надо быть все-таки, да. Ковид никуда не ушел из нашей жизни. Он не ушел, да, он остается он все-таки присутствует. Да. Все-таки нужно тоже оберегать и наших детей в этом плане обязательно. Естественно, некоторые родители сразу начинают заниматься самолечением своих детишек, да? Что можете сказать по этому поводу? Вообще основное лечение — это симптоматическое, то есть мы должны действовать на симптомы. В первую очередь, самый первый грозный симптом — это температура, пугающий симптом, да, скажем так. Конечно, родители могут дать своему ребенку жаропонижающее согласно инструкции или согласно, допустим, если врач-педиатр назначил, он там объясняет, да, как дать, в какой дозировке, с какой кратностью. Потом задача родителя отслеживать состояние ребенка. То есть, если вы видите, что ребенку становится хуже, не надо сидеть дома, да, продолжать заниматься самолечением, нужно обратиться к педиатру. А если есть какие-то так называемые красные флаги, да, то, что я выше перечислила, да, это сильная какая-то вялость, это стойкая лихорадка, появление отсутствие одышки, аппетита, да? Отсутствие аппетита, да. Тогда стоит обратиться к врачу незамедлительно, точно. Что касаемо препаратов, да, пожалуйста, тут какие препараты, может быть? Сказать родителям, не стоит самостоятельно в аптеке что-то покупать. Препаратов эффективных против респираторных вирусных инфекций это малый спектр препаратов. Это действительно должен назначать врач. Тем более у детей это подбор дозировки в соответствии с возрастом, в соответствии с весом. Есть противопоказания.
поэтому не стоит идти и покупать препарат, который вы увидели в рекламе по телевизору, да, потому что чаще, да, как правило, если это обычная банальная респираторно-вирусная инфекция, она не требует назначения каких-то специфических лекарственных препаратов. Это, то есть мы боремся с симптомами, облегчаем состояние ребенка, стараемся его поить, полноценно кормить, сбивать температуру по необходимости, и через 5... Вот, кстати говоря, вот сбивать температуру, это вот как вот вы считаете, верно это? Или все-таки надо какое-то время, чтобы вот температура была, и ребенок все-таки тоже организм сопротивлялся? Тут, понимаете, в рекомендациях, да, пишут, что мы должны сбивать температуру, если у ребенка 39, 39,5, но тут нужно смотреть на ребенка. Есть дети, которые с температурой 39, и они себя чувствуют очень хорошо, они прыгают, скачут. Ну, зачем тогда, да, мешать работе естественного процесса, да? А есть дети, которым на 38, и им уже плохо. Поэтому тут я бы помогла ребенку. Зачем ребенку страдать, да? Поэтому это все индивидуально. Нет каких-то вот цифр. Вот такую цифру, пожалуйста, мы сбиваем, да? Да. То есть мы смотрим на состояние ребенка в первую очередь. А какие витамины вот вы бы посоветовали? Или вообще для витаминов тоже еще пока надо? Тут, знаете, многие мамы, да, просят, посоветуйте нам какие-нибудь витамины для иммунитета. Да, для иммунитета. Хочется сказать, что не бывает волшебных пилюль, не бывает волшебных таблеток. Все витамины это мы должны получать естественным путем, то есть питанием. У ребенка должно быть полноценное, сбалансированное питание. Все эти баночки красивые, которые продаются в аптеках, они тоже не всегда эффективны, не всегда усваиваются. Витамины тоже должен назначать врач. Это должно быть какая-то симптоматика, да, гиповитаминоза. Это должны быть какие-то анализы сданы, чтобы... это такие редкие ситуации. Как правило, основное — это сбалансированное питание, физическая активность, закаливание, спорт. И так как мы находимся, наш край, да, у нас мало солнца, поэтому, конечно, мы рекомендуем это профилактические дозы витамина D. Вот насколько охотно родители соглашаются отдать, скажем, на лечение своего ребенка, да, ваше отделение, например? В нашем отделении, конечно, детки разного возраста бывают, да, в воздушно-капельном. Если есть необходимость, чтобы мама или папа находились с ребенком, то есть нет каких-то возрастных ограничений, естественно, мама или папа ложится, ухаживает за ребенком. Как правило, дети с 6-7 лет уже самостоятельно у нас лечатся, и, естественно, чаще у нас дети лежат уже с какими-то осложнениями, это с пневмонией, или не купирующиеся там какие-то симптомы одышки, обструкции дыхательных путей. И я думаю, все родители, конечно, желают только добра своему ребенку, чтобы он побыстрее выздоровел, поэтому, поговорив с врачом, уже вместе они принимают решение о том, что ребенку необходимо госпитализироваться. И мы, конечно, все делаем от нас зависящее, необходимое, чтобы этот процесс проходил наиболее быстро и комфортно как для ребенка, так и для родителей. Вот, Анжелика Олеговна, осталось у нас несколько минут до конца эфира. Все-таки что бы вы пожелали вот сейчас, обращаясь к нашим телезрителям? Хотелось бы, конечно, пожелать крепкого здоровья, чтобы все наши дети и ваши дети не болели ни в коем случае. Хотелось бы сказать, чтобы вы были в доверии со своими врачами, чтобы прислушивались к рекомендациям, чтобы выполняли, в принципе, у нас, да, из года в год ситуация практически одинаковая, плюс-минус, да, и, пожалуйста, вакцинируйтесь сами, вакцинируйте своих детей. На практике могу сказать, что вакцинированные дети от гриппа, у них не бывает осложнений, поэтому вакцинация — это очень эффективная мера профилактики. Хорошо. Что ж, Анжелика Олеговна, вот такой вопрос к нам будет уже, да, в конце нашей сегодняшней передачи. Как вы пришли в профессию врача-педиатра? Немножко вообще у меня в роду нету врачей. Я как-то так в школе сама решила пойти в медицину, потому что мне были естественные науки, это мне было ближе. И волей судьбы получилось мне пройти на педиатрический факультет по конкурсу, о чем я вообще ни капли не жалею. Педиатрия — это полностью вообще моя профессия. Очень свою работу я люблю детей.
есть, конечно, некоторые, да, моменты, когда мы должны, педиатр, врач, он должен, ну, не только иметь контакт с ребенком, а в большей степени иметь контакт с родителем. Нужно войти в положение мамы, у которой болеет ребенок. Нужно обладать очень высоким уровнем эмпатии, желанием помочь, принять ситуацию мамы, объяснить все доступным языком, потому что это очень сложно, когда твой ребенок болеет. У людей бывает отключается критическое мышление, и задача педиатра, он немножко еще и как психолог. Да, все-таки вот какие-то сложности вот сегодня вот у специалистов, ну, вашего профиля, да, вы встречаете? Да, есть некоторые моменты, я бы сказала, это, наверное, не только у педиатров, может быть, это вообще повсеместно в медицине. У нас же сейчас распространены все интернет-ресурсы, и там бывает довольно-таки часто неактуальная информация, которая вызывает какую-то панику, да? Может быть, недавно слышали, да, метапневмовирус, новый вирус из Китая. У людей сразу вопросы, это какой-то новый вирус, это что, пандемия, это опять что-то будет. Хотя вирус давно известный, который, в принципе, циркулирует, ничем таким опасным, он, ну, никаких таких вот, как коронавирус, да, симптомов у него. То есть это обычный вирус, люди паникуют, предпринимают какие-то, могут, да, действия неверные. Вообще в целом фон такой настороженный. Ну и вот очень часто в интернет-ресурсах бывают вот такие новости не очень правдивые. Да, действительно, вот такие так. новости очень часто встречаются, она вызывает действительно какую-то панику, да, люди озабочены, да, вот действительно опять что очередная, что ли, пандемия приближается. Да. Вот такие, ну, можно сказать, фейки, наверное. Да, да, очень много непроверенных информации, да, это, да, неактуальных. Ага. Поэтому к такой информации надо относиться, наверное, действительно. Да, надо сортировать понимать. Если вы переживаете, конечно, вы можете почитать какие-то медицинские источники, ну или обратитесь к медицинскому работнику, где вам все объяснят и расскажут. Сегодня, конечно, и в социальных сетях очень много, скажем, врачей, да, ну и в том числе и детские врачи тоже, педиатры, советуют, значит, пациентам своим, да, от того или иного заболевания, какие-то рецепты и так далее. Вот этим тоже, наверное, да, слишком доверять ей не стоит, наверное, или как? Может, я ошибаюсь? Вот тут тоже такой момент, знаете, да, есть просветители, которые, там, блогеры, да, скажем их так. Ну, да. Не в нашей республике, но вообще в целом, да, по России, в мире, да, есть, конечно, люди. Тут стоит обратиться, наверное, за вторым мнением к специалисту, которому вы доверяете, да, который врач действительно на практике работает с этими пациентами. Поэтому слепо доверять то, что пишут в интернете, то, что пишут в блогах, то, что пишут в сетях, не стоит, думаю. Но то, что вот сейчас вот про ОРВИ, про грипп, но ведь тоже информация ведь двоякая бывает тоже, с одной стороны, если подойти, да, посмотреть. Да, бывает. Бывает тоже, да. Ну вот вы бы, например, что бы еще сказали, например, тем родителям, ну, кто, наверное, все-таки где-то и игнорируют, может быть, немножко, да, такую информацию, и все-таки, ну, не очень часто обращаются, наверное, к врачам. Ну, профессиональным специалистам и так далее. Обращаться к врачам нужно тогда, когда есть на это повод, да? Ну, в поликлиниках, конечно, врачи они занимаются не только лечебной, но и профилактикой, да? Поэтому мы не должны ни в коем случае забывать про это, и рекомендации по профилактике стоит выполнять. Ну, как еще раз упомянусь, вакцинация — это наше все. Не только от гриппа, вообще, в принципе, весь наш календарь вакцинации, очень прекрасный календарь у нас от многих инфекций. Поэтому в первую очередь, да. Ну и, пожалуйста, не забывайте наше старое доброе советское закаливание. Вот я хотел как раз про закаливание спросить, да, все-таки вот сегодня как-то мы об этом и не так часто говорим много, да, что закаливать. Ну, я думаю, что, наверное, здесь тоже надо. Очень много как-то подойти серьезно, да, наверное. очень много способов. Можно тоже почитать эту информацию или спросить у своего педиатра, как комфортно более ребенку. То есть мы не боимся холода, мы не боимся сквозняков, мы не держим ребенка, так скажем, да, в таких тепличных условиях. Это обязательно должны быть проветривания, влажные уборки. Ребенок летом должен купаться, он должен ходить босиком, бегать по траве босиком. Это вообще замечательно, да, особенно если в деревне, да, кто выезжает или отправляет детей летом на каникулы. Потому что, конечно, переохлаждение — это фактор, да, риска того, что ребенок заболеет. Но если у него подготовлены
подготовленный организм, если он привык к этим переохлаждениям, то впоследствии в будущем это очень хорошая такая стимуляция иммунитета. Ну что ж, у нас осталось чуть меньше 30 секунд. Вот, Анжелика Олеговна, может, что-то еще добавите к сказанному? Хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, поменьше болеть, побольше счастливых моментов в семье, всего наилучшего. Ну что ж, на этом, уважаемые телезрители и радиослушатели, наш первый блок заканчивается, и мы через рекламную паузу вернемся и продолжим нашу передачу «Якутск сегодня». Оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это «Якутск сегодня». С сегодняшнего дня началось январское совещание работников образования Республики Саха-Якутия. Особое внимание среди основных вопросов совещания уделяется профильному образованию. Именно на практике, в партнерстве с работодателями, профессиональным сообществом. В этом залог успеха в подготовке уже будущих специалистов, востребованных на рынке труда. Профориентационная работа, я бы сказал так, во главу угла. И сегодня у нас в студии Капитонов Владислав Владимирович, директор Покровской средней общеобразовательной школы номер 3, образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов Хангаласского района, почетный работник сферы образования Российской Федерации, отличник образования республики, обладатель знака «Методист Якутии», знак отличия «Гражданская доблесть», знака республики «100 лет Якутской ССР» и почетного знака имени Сафрона Сыранова. Здравствуйте. Здравствуйте. Иванова Наталья Георгиевна, кандидат медицинских наук, врач-анестезиолог, отделение анестезиологии и реанимации, интенсивное акушерство и гинекологии Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева, руководитель АНО «Школа первой помощи», доцент кафедры госпитальной хирургии Медицинского института. Здравствуйте. Здравствуйте. Винокурова Инна Ивановна, заместитель генерального директора по организационно-методической и профилактической работе Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. И Лена Анатольевна Степанова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедготовки детских болезней Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, ответственная за профориентационную работу. Здравствуйте. Добрый день. Уважаемые слушатели, телезрители, если какие-то вопросы, звоните нам в студию 32 2061 и 32 11 66. Слово, наверное, вам. Пожалуйста. И, кстати, хочу сказать, что вы делегат январского совещания, да? Да. Работников образования и науки. Да. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые друзья. В Покровской средней школе номер 3, образовательном центре с углубленным изучением отдельных предметов, были открыты медицинские классы в 2021 году. С этого времени у нас начинается обучение в профильных медицинских классах. Инициатором был Жирков Станислав Николаевич, генеральный директор Национального центра медицины, и Гоголев Николай Михайлович, директор мединститута Северо-Восточного федерального университета. Обучаясь в профильных классах, наши дети углубляют химию, биологию, русский язык, также и математику. И, внеурочная деятельность у них тоже представлена многими занятиями. Также социальным партнером у нас является протодиаконов Артур Павлович. Это, главный врач Хангаласской центральной районной больницы. С этого времени у нас, летом работает летняя школа, где приезжают ведущие врачи, ведущие преподаватели Северо-Восточного федерального университета. Надежда Валерьевна Савина, доктор медицинских наук, ведет еженедельные лекции по субботам. И наши ребята выезжают в Национальный центр медицины, где знакомятся с будущей профессией и встречаются с ведущими врачами. Также в медицинском институте наши ребята выезжают, слушают лекции, посещают различные мероприятия и довольно успешно. Ребята, обучаясь в медицинских классах, являются победителями Северо-Восточной олимпиады школьников.
муниципального этапа, также являются победителями и призерами Северо-Восточной олимпиады школьников, и при поступлении, значит, они набирают дополнительные баллы. Отрадно, что все ребята у нас уже который год, уже 4-й год поступают в основном в медицинский институт, поступали в Санкт-Петербургскую военную академию, поступали в Амурскую академию медицинскую и поступают в основном в высшие учебные заведения, но есть ребята, которые поступают в Якутский медколледж, в Санкт-Петербургский медколледж ребята поступали, и поступали, значит, во Владивосток тоже ребята. Также хотелось бы отметить, что в летней школе вот у нас организуются не только мероприятия по химии, биологии, медицинским знаниям, но также организуется культурная программа для детей, где они посещают и сокровищницу, и музеи. Вот, и хотелось бы огромную благодарность сказать нашим социальным партнерам. Это Национальный центр медицины и Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета. У вас все, да? Хорошо, так Инна Ивановна, пожалуйста. Ну вот, как сказал Владислав Владимирович, я бы хотела дополнить, ну и более подробно рассказать, что вот 21 августа в 2021 году было заключено 4-стороннее соглашение именно о вот медицинских классах между нашей больницей, Республиканской больницей номер 1, Национальным центром медицины имени Михаила Ефимовича Николаева, Медицинским институтом Северо-Восточного федерального университета и Хангаласским районным отделом образования и администрации Хангаласского улуса. И вот в этот проект попали у нас 3 тогда школы. Это Ойская средняя школа, Покровская школа номер 3 и Актёмский образовательный центр. Да? Ну да, это было, как сказал Владислав Владимирович, по инициативе нашего генерального директора Станислава Николаевича Жиркова. Ну, мы считаем, что проект очень хороший, отличный, можно сказать, что дети вот прямо со школьной скамьи начинают понимать и вовлекаются в свою будущую профессию. Мы составили общую программу, вот как мы будем как социальный партнер помогать школе. Мы организовываем экскурсии во время каникул. К нам дети приезжают и встречаются с нашими известными врачами, такими как Петр Иванович Захаров, доктором медицинских наук, кардиохирургом, с директорами, организаторами здравоохранения, главной медсестрой, потому что дети не все поступают не только в медицинский институт, но и в медицинский колледж. Также мы проводим очень хорошие экскурсии, где дети воочию видят процессы все, даже вот машину скорой помощи, как она оказывает первую медицинскую помощь, да, специализированную, и также во все отделения, вплоть до оперблока. Ну и, конечно, когда они видят своими глазами, они уже понимают, в какую специальность, в какую профессию идут, уже начинают со школьной скамьи выбирать специальность, не только что вот как врач, да, они уже хотят там стать, допустим, хирургами, там, терапевтами, диагностами. Очень подробно мы им показываем всю диагностику. Это и высокотехнологичную медицинскую помощь, это и компьютерную томографию, МРТ-томографию. Они все видят, и им очень интересно. Также медико-генетический центр наш мы очень подробно показываем, так как там у нас как бы новые медицинские технологии и полностью, секвенирование, анализы, которые расшифровывают всю ДНК. И также вот в рамках летней школы, как сказал Владислав Владимирович, мы организовываем обучение наших врачей, профориентационную работу и с помощью медицинского института. И хотелось бы сказать, что проект очень хороший, так как поступаемость очень высокая, и в дальнейшем мы будем продолжать работу. И в конце, когда экскурсии бывают, в самом конце мы обязательно пока обучаем детей оказанию первой помощи, сердечно-легочной реанимации. Очень хорошо обучает наш врач, анестезиолог, реаниматолог, кандидат медицинских наук. Она автор своей программы «Школа первой помощи» Наталья Георгиевна Иванова. Я хочу, чтобы она дальше уже рассказала Наталья подробнее. Георгиевна, вам слово. Да, вы знаете, я счастливый человек, потому что я и врач, да, и имею возможность работать с детьми.
в качестве преподавателя. Это же большое счастье, да, делиться своими знаниями с детьми, с юными такими, да, созданиями. Вообще школа первой помощи, да, в рамках летней школы медицинской, да, работает уже каждый год. Приходим и рассказываем, как работает врач, как работает практикующий врач. И не только я рассказываю про первую помощь, да, как ее оказывать, теоретическую основу, практическую основу, да, а пытаюсь как-то зажечь интерес маленьких детей, школьников, да, к нашей профессии, да. Вот как это делается, да? Очень простыми приемами, а дети зажигаются прям на всю жизнь, да. Мы прошлым летом, да, надели халаты. Все надели халаты, устроили фотосессию, а у них так прям зажглись глаза, как они себя почувствовали врачами, уже ходили как-то там, начали играть как-то, да. Вот это такие вот эмоциональные моменты, в том числе, и помогают вот как-то вот определить интерес, определить профориентацию, да. Поэтому вот это большая работа моя, как вот преподавателя летней школы медицинской, да, вот именно отработать по первой помощи, отработать, что такое врач в наши дни, и вот зажить интерес, который вот поможет им дальше определить будущую профессию. Да, вот самое главное, наверное, да. Все-таки. Так, ну вот и, пожалуйста, Арина Анатольевна, вам слово. Пожалуйста. Добрый день. Медицинский институт вообще, в принципе, очень рад, когда вот поступают к нам студенты, абитуриенты, будущие студенты, да, именно из профильных классов, потому что они уже подготовлены, они знают, зачем они пришли, они видят свою цель. Это не так просто, что вот родители сказали, да, мама сказала, будешь врачом, будешь хорошо зарабатывать, например, да. А они уже знают, к чему они стремятся, как будут учиться, и ведь когда они в профильный класс, они знают, что будет химия, биология, да, они уже знают азы анатомии, вот, например, первую помощь, да, все это они проходят на первых этапах, на первых курсах в институте, в медицинском институте. Это им помогает, и, в принципе, вот те студенты, которые занимались в профильных классах, они показывают очень хорошие результаты. Они хорошо сдают сессию, они выдерживают все испытания, и в будущем они уже начинают заниматься наукой. И я думаю, что это очень хорошая вот инициатива, да, когда создаются профильные классы, и мы очень рады этому. Да, конечно, все-таки, наверное, науке тоже нужны, да, специалисты, но все-таки практикующие врачи, наверное, более нужнее, да, как вы считаете? Да, но и вот именно когда школьники еще занимаются в профильных классах и вообще, в принципе, занимаются, вот они готовятся, например, к шагу к будущему, да, и так далее, они уже понимают, нравится это им или не нравится, или они больше будут работать руками, да, или будут заниматься там, скажем, литературой искать вот научную, популярную и так далее. То есть это все очень хорошо. Да. Вот хочу задать вопрос, конечно, вот Владиславу Владимировичу, вот как у вас поступаемость вот, ваших выпускников? Какие профессии выбирают? Может, вы скажете несколько слов? Ну, вот поступаемость именно медкласса очень высокая, в том плане, что 100% детей поступают по своим профилям. Хотелось бы похвалиться, что в прошлом году у нас 5 медалистов было, которые набрали высокие баллы, доказав свою состоятельность в плане обучения. Это 2 золотые медали и 3 медалиста, это серебряные медали, которые в прошлом году ввели. Также, как я уже говорил, ребята являются победителями муниципального этапа по химии и биологии, по русскому языку. Также вот в прошлом году в Северо-Восточной Олимпиаде школьников тоже победителями, призерами, и они получали дополнительные баллы для поступления. И все поступили, все желающие поступили, очень большое количество, поступили ребята в мединститут на бюджет. На бюджет это лечебное, самое популярное у них это лечебное дело, педиатрия, ну и другие специальности. Хорошо. Ну вот, например, вот лучшие практики, да, вы, по-моему, входите, да? Вот да, да, все-таки. Вот сейчас вот на январском совещании работников образования и науки здесь вот есть поделиться опытом. Да, мы завтра будем делиться опытом на уровне республики, будем рассказывать об, значит, направлении естественно-научном
которое является приоритетным вместе с технологическим. Также у нас, кроме значит, медицинского класса, и другие направления тоже есть. Но мы сейчас говорим только о медицинском классе, а так у нас и технологическое направление, и другие направления, и там медалисты у нас других классов тоже имеются. Ну вот, например, это вот связка, да, школа, образовательные учреждения, да, скажем, ну, в данном случае медицинские учреждения, институты, да, медцентр. Здесь что еще нужно сделать, чтобы как-то улучшить эту работу? Что можете сказать по этому поводу? Ну, работать с социальными партнерами. Мотивация, кстати, очень повышается. Конечно, у детей да. при обучении в таких классах. У нас даже были в первый год, когда в 2021 году набирали детей, даже мы взяли ребенка, который с другой школы с неудовлетворительной оценкой был по русскому языку. За год он, сдав ОГЭ, на качество сдал, за год он изменился и в социальном плане, и в качественном плане обучения и так далее. И ЕГЭ он сдал, он на бюджет поступил, но ребенок, конечно, это был с судьбой, ну, такой, ну, вот, со сложной, конечно, но вот мы очень рады, что он прямо, и сейчас он успешно обучается. Такие случаи тоже есть, и успешные дети есть дети, которые, значит, не только в олимпиадах, но участвуют в конкурсах по оказанию первой помощи. Кстати, у нас ребята занимали первое место в республике, заняли, и занимают также молодых профессионалов, и «Шаг в будущее» вот ежегодно участвуют по именно вот медицинскому направлению в том числе. Что-то, может, есть сказать вам, да? Мединститут, может? Да, Давайте. конечно же. Да. Я жду всех Пожелаем. своих, да, школьников, с которыми я занималась, да, уже на 5-м курсе. Уже? Да, на наших курсах, да, потому что мы уже на 5-м, на 6-м курсе занимаемся, да, по анестезиологии и реанимации. Я буду очень рада их видеть. Пусть они скажут, что мы обучались, потому что их много. То, что они с медицинских классов, да? Я еще хотел бы сказать, что вот именно профильные классы в чем положительное вот медицинского класса. Если у нас раньше, Тамара Яковлевна Егорова, очень хороший учитель, которая давала тоже хорошие баллы, хорошее качество по химии, ребята выбирали тут медицинские направления. Но так как не было связи с практикой, дети, поступив, иногда некоторые передумывали и выбирали другую профессию, уже поступив в медицинский. А здесь уже, обучаясь в стенах школы и затем выезжая и в мединститут, и Национальный центр медицины, и в районную больницу, они знакомятся по плану, графику этих занятий воочию, видя, значит, все и прелести, и, конечно, и те, ну, вот то, что, вот, значит, сложности этой профессии, поэтому действительно по окончанию они уже знают осознанно, куда они попадают и какую профессию им предстоит освоить. Ну, конечно, каждая профессия имеет свои прелести, конечно, да, особенности, но и трудности, естественно. Да, конечно. Да, вот. И ребята уже подготовлены в моральном плане, уже есть цель перед собой, да, уже какие-то вот мотивированные ребята. Ну, это, конечно, действительно им открыты двери всегда, вузы, высшие учебные заведения, в том числе вот медицинские институты. Вот, ну и буквально несколько слов. И вот, конечно, огромная благодарность нашим социальным партнерам в плане того, что даже... Все спокойно, все, у нас время выходит, извините. Ну что ж, наша передача, уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом подошла к концу. Всем вам успехов в вашей работе. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.